Утро дежурного следователя Ивана Федорова начинается в 6 часов утра. Сегодня вместо офиса он направляется в изолятор временного содержания, где ему необходимо провести допрос подозреваемого. Обвиняемый мужчина раздобыл крупную партию наркотиков. Часть употребил прямо на месте, остальное планировал сбыть. Но благодаря следователю несостоявшийся торговец смертью был пойман в кратчайшие сроки. В настоящее время обвиняетесь в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть хранение и приобретение наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый признал свою вину полностью. На место преступления пришлось вернуться, но уже под конвоем. Здесь, во дворах деревянных двухэтажек, проходит следственный эксперимент. Тут был как лицо, свободу дал. Пришел я оттуда. Сейчас следователю необходимо провести анализ всех показаний и деталей произошедшего. Затем уголовное дело передадут в суд, который, во многом полагаясь на составленный акт, должен вынести свое справедливое решение. Это необходимо учитывать всегда полноту следствия и проводить максимальные следственные действия, так как доказательств много никогда не бывает. Ведь в практике бывает так, что обвиняемый сегодня признает вину, а на следующий день он отказывается от своих показаний. По возвращению в офис снова поступает вызов. В дежурную часть сообщили о разбойном нападении. Получив табельное оружие, теперь уже с оперативной группой, следователь выезжает на место происшествия. В одном из баров города Якутсков произошел конфликт между двумя лицами, в ходе которого одному из потерпевших причинили тяжкий вред здоровью. В настоящее время лица все установлены, проводятся оперативно-розыские мероприятия. Отрывочные воспоминания подозреваемых в протоколах допросов, как кусочки мозаики, складываются в целостную картину. Ситуация для следователей из разряда очевидных. Молодые люди выпили, но продолжить застолье денег не хватило. Решили пойти простым путем – ограбить соседа по бару. В таких случаях выезжает вся оперативно-следственная группа. Предстоит опросить потерпевшего и подозреваемых, взять следы крови на анализы. Здесь не обойтись без эксперта-криминалиста, ведь по отпечаткам пальцев раскрывается большая часть преступлений. Иван Федоров начинал свою карьеру в Алекминске. Дослужился до звания старшего следователя. И вот уже 4-й год трудится в отделе по особо важным делам Якутского следственного управления при МВД. Да, правда, у следователя не особо много времени. Мы почти все время находимся на работе. Но если есть у меня свободное время, я пытаюсь его находить, я провожу его с родными. В следственном отделе полиции Якутска больше 100 сотрудников. Каждый ведет одновременно по 2-3 уголовных дела. Ежедневно назначаются дежурные, куда входят следователь, оперуполномоченный, а также эксперт-криминалист. Состав меняется каждые сутки. Что случилось у вас? Получается, у меня телефон отобрали. Современная техника и, конечно же, профессионализм позволяют распутывать преступления, которые еще лет 10 назад могли попросту остаться нераскрытыми. Поэтому на место происшествия порой приходится брать весь комплекс оборудования. Мы используем дактилоскопические порошки для выявления следов рук разных цветов в зависимости от поверхности предметов, объектов. Также у нас есть американские порошки. Вот это порошки, получается, мы начали буквально недавно использовать. Они более лучше для выявления следов рук. Осмотр – это самое главное. Каждое доказательство нужно закрепить. Иначе из-за одной недоработки в суде может рассыпаться все дело. От того, как отработает оперативно-следственная группа, зависит, удастся ли поймать преступника по горячим следам. Иногда дело раскрывается практически сразу на месте. Но бывает, что расследование затягивается не на 1 месяц. Итак, Александр, расскажите, какие меры вам сейчас необходимо провести? По приезду на место происшествия мы, если, например, уличный грабеж, мы изымаем следы обуви путем масштабного фотографирования. Потерпевший сказал, что человек курил. Мы обнаружили окурок сигареты. Также мы его фотофиксацию производим и изымаем. Обязательно мы берем пинцетом, так как там биологические, получается, следы, и упаковываем все в бумажный пакет. Казалось бы, в трудной, связанной с постоянным риском профессии, нет места для романтики. Однако Илья Потапов познакомился с супругой именно благодаря своей работе. Он в следственной части по ДТП, она в следственном аналитическом отделе. И однажды завязался разговор, который изменил все. С супругой я познакомился 2 года назад. Также она проходила стажировку в отделении следственного управления. И, как говорится, судьба свела так, что мы сейчас вместе. И она по званию младший лейтенант, а я по званию лейтенант. Сардана Потапова вернулась с работы поздно ночью. Отработав больше суток, вместо того, чтобы ложиться спать, хлопочет по хозяйству. По зову службы супруги привыкли не видеться по несколько дней. Однако это не мешает им заботиться друг о друге. Он обязательно в 6 часов вечера приносит мне еду, ужин. Сам готовит, приносит.
Или же с мест быстрого питания там что-нибудь быстренько приносит. Или же прихожу на работу, он у меня тоже вот в контейнере тоже завтрак бывает, обязательно йогурт, сок. В это время Илья все еще на дежурстве. Пока не поступил вызов, следователь делится воспоминаниями об одном из своих самых громких дел. Для молодого, но уже опытного специалиста этот случай запомнился больше всего. Водитель двигался со стороны поселка Маган, а автомашина Toyota Succeed двигалась со стороны улицы Можайского. В данном случае, как говорится, была установлена вина водителя автомобиля Cadillac Escalade, который вот впоследствии и в суде получил заслуженное наказание. Впереди следователя ждет еще долгое ночное дежурство, но и без вызовов работы хватает. Руководство ходом расследований, принятие процессуальных решений и, конечно, бумаги. На вопрос о том, собирается ли он в дальнейшем работать в органах, без раздумий отвечает «да». Фултон Валареса, Максим Бурцев, Павел Пшенников, Вести, Якутск.